Всім привітання! Сьогодні ми будемо зараз виконувати роботу номер 7, яка називається «Дослідження поляризованого світла». І гэта вельмі добра, її можна наглядно побачити, так побачити виніки пропускания света праз фазовые пластинки, что зручно, и таким чином я могу вам допомогти у гэтай роботі. А що треба сказати? Так, ви можете побачити методичку на дистанційній платформі, прочитати її, вона доволі об'ємна, але гэта так само добре, тому що вона утрымлівае у себе самое основное положение про то, что такое поляризованный свет. Так само тут вы вивчаєте у гэтай роботі фазові пластинки лямбда на 4 і лямбда на 2. Треба зрозуміти, для того, щоб зрозуміти, що таке фазові пластинки, треба зрозуміти, і що таке поляризація, чим поляризоване світло відрізняється від натурального світла, сонця, наприклад. Далі треба зрозуміти, що таке двойне променепреломлення, коли промінь світла роздваюється, проходячи праз некий диэлектрик, некую анизотропную сероду. И что же такое лямбда на 4? Да? На самом деле это на хвали делится на 4, что на самом вы уже здогадались, это не так. Как зрозуміти, что это значит, вам треба почитать методичку, больше зрозуміти. Так само можете поглядеть видео, могу покинуть посылку, я эту тему с задачкой так само разбирала. Можно поглядеть, коли захочете разобраться, и просто пошукать в интернете, завжди вариант. Атрымоўваецца, што як будзе праходзіць работа. Я буду рабіць вымярэнні, может быть, буду паясняць нейкія малюначкі дадаткова рабіць, каб было зразумела. І ваша задача, вам трэба будзе записывать усе гэтыя вымярэнні. Я іх записывать не буду дзеля эканоміі часу, вы іх записываеце себе і потым будзеце будаваць графікі. Калі цалкам казаць пра работу, то работа будзе у вас утрымліваць, ваша задача будзе утрымліваць назву работы, мэту работы, потым ход работы, тое, што мы будзем рабіць, і вывад. Так? Давайте крыху па ходу работы. Адпаведна, што можна напісаць у вывадзе. Ход работы можна паглядзець таксама у вашай метадычкі, вы побачыце. Гэта у нас там, дзе пачынаецца методика вымярэнняў. Да, вось гэта. Сюда вы заглянете, і мы пачынаем з пункта Б. Так, калі, бачыце, мы пачынаем з пункта Б. Итого у нас атрымоўваецца 6 графікаў. Гэта будуць 6 графікаў у полярных координатах. Атрымоўваецца, што нагадываю, давайте нагадаем вам. Ручка у меня подставкой служит, потом я покажу, значит. Полярные координаты, треба згадати, що такое. Так само нагадаю. Атрымоўваецца, што я буду в кожному випадку, у нас буде 36 вымярэнняў в кожном графику. Ваша табличка будет состоять из 36 пунктов, ці крыху болей. І потім ви будуєте гэтыя графікі. Можна на камп'ютері так само робити, можна ад рукі з дапамогай транспарціра, як ви пожадаєте. Потім, коли ви побудуєте графіки, побачите, що на них буде ілюстровано так само, вам треба зробити вивод, що записати в виводі. Ось я зараз якраз про це говорю, що записати в виводі. В выводе можно записать, какой вид поляризации повинен был отрыматься у кожному випадку. Так? Будь то линейная поляризация, будь то круговая, эллиптичная. Вы анализуете, який у вас вариант. Здесь у вас будут подсказки, то есть уже будет пункт работы называться, там, нахрести круговую поляризацию. Тогда вы бачите по графику, ці атрымалось, круг атрымаць, ці не атрымалось, наприклад. Да? І спробуйте проаналізувати, а чому не атрымалось, коли не атрымалось, наприклад. Чудово. Теперь переходим до виконання самої роботи. Так, я беру камеру, каб уже показувати вам, що буде відбуватися. Так, ой.
Ой. Так. Главное не нажать кнопку выключения. Так, вы бачите, у нас есть лазер. Так, у нас есть лазер. И у нас есть, вот лазер светит отсюль. Да, вы бачите, ось он отсюль светит лазер. У нас есть разные непонятные штуки, которые тут стоят. У даденому випадку гэта у нас аналізатор, а гэта у нас фазовые пластинки лямбда на 2 и лямбда на 4. Так, зараз мы с вами снимаем пока что фазовые пластинки, потому что первая частка работы у нас будет без них, она будет только с анализатором. Так. О, открутили. Чудовно. Зараз у нас только свет лазера проходит праз анализатор, трапляя в некий специальный, скажем так, іншую частку прибора, да, яка может замерить силу тока. Так, ось тут у нас виміряється сила тока у залежності від угла поворота аналізатора. Да, вот я кручу аналізатор, і ви бачите, що міняється сила тока. Да. Чудовно. Що ще треба сказати? Нагадати вам, як виглядає графік полярних координатів. Зараз Діма ручка згубилася. Угу. Нагадую вам, у вас тут будет угол, да, поворота. Вот у вас вы будете тут откладывать угол, например, 10 градусов, так? И длина, это у вас будет сила тока. Например, у вас там будет там 120 микроампер. Так? Там 100 микроампер 20 градусов, 100 микроампер. Так? Ну, микроампер можно не писать. И так, таким чином вы в залежности от угла, да, ставите точку, отрезок, а потом, это лишнее, злучаете гэты кропки. И у вас атрымоўваецца такой малюнок, этот цветочек, да, скажем так. И гэта таксама у вас приведено у методичцы. У канцы, вось у вас, например, тут падрабязней описано, какие павінны быць вынікі фазовых пластинок лямбда на 2, лямбда на 4. Так, и вы можете их поравнать. Зараз же мы переходим до выканання работы. Даследаванне лінейна-поляризованого святла. Да, вось гэтая частка. И что мы робим тут? Атрымоўваецца, мы можем пачаць, бачите, что у нас такой анализатор. Есть метка, ось у нас такая метка. Мы можем пачаць с нуля. Так? Я буду перемещаться по колу прискорбно 10 градусов. А ваша задача будет записывать силу тока. Сила тока у нас в данном выпадку в микроамперах. Да? Сила тока при угле поворота. То есть у вас табличка, в которой первое значение это угол, 0, 10, 20, 30, а второе значение сила тока. Так само треба сказать, что нам нужно будет записать значения, в которых сила тока равна нулю, и стремится к нулю, 1, например. И такие углы мы так само будем записывать. Нават, коли они будут не праз 10, 10 посередине. Все сказала. И теперь мы переходим, зараз паспрабую неяк вось так трымаць камеру, каб было бачна и лічба, да, бачна, и угол. Угол 0, значение 73. Так, угол 10, значение 108. Вы себе это уже записываете. Угол 20, значение 147. Угол 30, значение 184. Угол 40, значение 214. Угол 50, значение 232. Угол 60, значение 237. Угол 70, значение 226. Угол 80, значение 200. Угол 90, значение 166. Угол 100, значение 125.
Угол 110, значение 83. Угол 120, значение 45. Угол 130, значение 19. Угол 140, значение 3. Теперь шукаем нолик. Угу. Самая маленькая одинка, значит, угол 145, значение 1. Записывайте так само. Угол 150, значение 2. Угол 160, значение 15. Угол 170, да, значение 41. Угол 180, 81. Так. 180, 81. 90, 117. 200, 159. 210, 196. 220, 226. 230, 242 сила тока. 240, 245 сила тока. 250, 236 сила тока. 260, 208, 270, 170, 280, 127, 290, 80, 80, 300, 140, просто 47, ой, 310, 19, 323, 325, 1, 333, 340, 11, 350, 43, все, 0. 0 у нас вертається. Гэта у нас першая табличка, по якой вам треба будет побудовать график в полярных координатах, да? Откладывать все эти углы и проводить одлеглости ровные силе тока. Излучить их. Так? І ви повинні порівняти ось гэты графік, який у вас отримався, з графіком ось гэтага віда. Так ви порівнюєте, аналізуєте, подобне, неподобне у вас. Чудово. Гэта у нас був просто аналізатор. Так? Тут у нас був поляризований світ, який приходить праз аналізатор. Теперь мы идем до вывучения пластинок. Лямбда на 4. Первая пластинка шукаем. Где у нас лямбда на 4? Вот пластинка лямбда на 4. Ну, на вид в ней все нормально, да. Такая непонятная в чем особливость этой пластинки на первый погляд. Так, о, нарешті. И теперь можно крыху прикрутить, как когда мы будем ее крутить, она не скакивала. О, я допустила помылку, я ее рановато прикрутила. Что важно, у вас тут написано доследование, что спочатку вам треба поставить анализатор в скрещенное положение. Это положение, колесо сила тока равна нулю. У нас нулю она не была равна, но у нас была равна единице, например, при 125. Да? И еще при каком-то угле, я не помню. Можно выставить на любой из этих двух углов, при котором у нас было положение единицы. Теперь мы прикручиваем пластинку. Так она еще прикручивается. Да. Угу. О, прикрутилась. Так? Бачите, у нас значение одразу змінилось на какое-то. Мы тут ставим, для зручности 0. Да, давайте так само почнем с нуля. Теперь мы задали умовы анализатором, и крутить мы зараз будем
пластинку. То же самое. По кругу проскожено 10 градусов. Там, где сила тока наближается до нуля, мы идем больше подробязно. Так, при угле 0 у нас 4 микроампер. 10 градусов 31. 20 градусов 65. 30 градусов 99. 40 градусов 110. 50 градусов 94. 60 градусов 59. 70 градусов 22. 80 градусов 2. Так, шукаем, тогда где-то тут у нас должна быть единичка, Т0. Единичка у нас где-то при 83 градуса. Запишите тогда так, 83 градуса, единичка. 99 значение. 143. 110, 85. 120, 125. 130, 135. 140, 118. 150, 77. 160, 31. 170, 5. Шукаем одинку. Одинка у нас где-то тут 6. Значит, что 150, 160, 176 единица. Так, 185, 190, 30, 270, 210, 101, 220, 110, 230, 94, 240, 58, 250, 21, 260, 1, ниже уже, напевно, не будет, 270, 10, 280, 46, так, 290, 93, 300, 128, 310, 140, 320, 121, 330, 77, 340, 33, 350, 4, 356, это 1, і потім знову 0 вертається. Так? Мы зробили задание номер 2. Так, это было вот это задание. Так, вы заполнили себе табличку и построите график. Поглядите, что отрымалось. Далее идем. Отрымание светла круговой и электричной поляризации. Тут две частки, 1 и 2. Круговой, эллиптичной. Читаем подробязнее. Как отрымать круговую поляризацию, які нам потрібні умови. У нас аналізатор дагэтуль в скрещенном положении, мы его не трогали, да, то есть, когда мы вынимем лямбда на 4, он будет давать минимальное значение, единицу. Теперь мы повинны поставить вот гэты у такое положение, когда у нас будет максимальный ток. Так, так как я не запомнила, да, все значения максимальные, я зараз его как бы шукаю. Ну, а вы бы по табличке поглядели до 110, я памятаю, что до 130 доходило, нет? Где-то до 130 в другом доходило. $39, да, где-то 39, где-то на 150. Давайте я ще погляжу, чи будет еще такое великое.
Зараз 140, тоже неплохо. 141, да, это на 310 у нас, так? Ну, окей, оставим, мы прикладное коло обошли, вы побачили, что у нас где-то 130, 140, 142 при вот этом угле. Теперь мы покидаем, оставляем, уже не трогаем пластинку лямбда на 4, мы снова будем крутить анализатор по кругу. Не важно, что мы собьем уже вот это положение, мы ставим на 0 и новая табличка, там у вас с нуля. Так, 0 значение 133, 10 градусов 128, 20 123, 30 117, 40 113, 50 109, 60, так это 60 у нас, да, 108, 70 109, 80 110, 90 114, 100 121, 110 128, 120 133, 130 138, 140 142, 141, 150 143, 160 141, 170 140, 180 137, 190 133, 200 127, 210 21, так, 220 116, 230 112, 240 110, 250 111, 260 113, 270 118, 280 122, 290 129, 300 133, 310 138, 320 142, 330 143, 340 141, 350 138. И все, мы дошли до нуля. Табличку мы заполнили. Круто. Это мы заполнили. Ребята, ви бачите, значення варіювали. Значить, чисто кругової поляризації у нас, на жаль, не отримається зараз. Ну нічого. Так, до речі, для цікавості можна криху ось тут зменшити ось це значення, наприклад, до 125, наприклад. Да? І давайте покрутимо. А будет ли у нас... Ну, прикладно такое же. Прикладно варьируется такое же, да? Так, а тут у нас было... Так, сбила. Какой же это был угол? Значит, мы настраиваем заново, да? Когда мы забылись, мы настраиваем заново. Так, значит, тут у нас 125, здається, было. Нет. Мы шукаем знову значение, где у нас 0. О, 325, все. Ставим в эту пластинку. Находим значение максимума. Ну, это у нас можно решить максимум. И теперь по умове. Вот это у нас сказано, что нам треба повернуть пластинку лямбда на 4 на 45 градусов любой бок. Зараз у нас 305, ну 307. Тогда 45, 40, это значит 52, например, мы бок 300, тогда у нас было бы 350, а ну вот 352 у нас было бы 10 тут. Мы повернули на 45 градусов, и теперь наша задача в этом задании снова вращать анализатор. В данном случае, бачите, она стала троечка. Мы начнем, давайте, с нуля, для того, как было зручнее. 0. Записывайте теперь. 0. Это у нас табличка вот эта. Да?
дзе ў нас павінна ў ідэале атрымацца электрычная поляризация. 0, 98, 10, 140, 20, 183, 30, 222, 40, 251, 50, 263, 60, 260, 70, 240, 80, 203, 90, 157, 100, 112, 110, 65, 120, 130, угол 100, господи, не бачно, 130, значение 8, подождите, 120, ну да, 30, нормально, 110, 130, угол, значение там 89, угол 140, значение 1, 156, значение, 160, 27, 170, 62, 180, 106, 190, 147, 200, 195, 210, 229, 220, угол 256, 230 в угол 268, 240 в угол 263, 250 в угол 242, 260 в угол 204, 270 в угол 160, 280 в угол 113, 290, 167, 300, 32, 310, 9, 321, 337, 340, 29, 350, 60, 59 і все, 0. Ми обійшли. Це ми так само зробили. Чудово. Ми зробили ось гэты уже частки, 4 графіка. Йдемо далі. У нас залишилося ще 2 графіка і пластинка лямбда на 2. Ми знімаємо пластинку лямбда на 4, ми вже за нею будемо працювати. Зараз нам треба настроїти, здається, що там у нас було 325, да, мінімальне значення. Да, 325. Шукаємо нашу пластиночку лямбда на 2. Ось вона, лямбда на 2. Так, фіксуємо її. Так. В даденому випадку у нас похожа ситуація. Тобто похоже, як ми коли вставляли лямбда на 4. Ось цей графік варто буде порівняти ось з гэтым у вас. И тут мы установили анализатор скрещенного положения, при котором у нас был ток минимальный, скажем, равный нулю, грубо кажучи. И теперь мы будем вращать пластинку лямбда на 2. Давайте с нуля. 0, 30 значение, 10 градусов 104, 20, 181, 30, 229, 40, 227, 50, 167, 60, 88, 70, 21, 82, так, на 1 где-то была, значит 77, да, или сколько у нас тут? Нет. Эти где-то 78 единица, 80 у нас уже значение 2, 90, так, не промахнулась, вот 90, 36, 100, 117, 110, 200, 120, 247, 130, 242, 140, 182, 150, 96, 160, 24, 170, 1, 180,
38, 37, 190, 110, 200, 191, 210, 240, 220, 132, 230, 169, наприклад, 240, 87, 250, 24, 262, где-то, значит, было 1, ага, значит, 259, 1, 260, 2, 270, 35, 280, 114, 290, 196, 300, 241, 310, 234, 320, 174 или 3, 330, 91, 340, 22, 350, 1, и все, мы обошли круг. 10 на 300 у нас было максимальное значение. Ми будемо використовувати гэта для наступного графика. Так? Вот вы уже заполнили, для этого вы построите график, а теперь мы переходим к наступному. Тут снова у нас похожая ситуация, что у нас анализатор в скрещенном положении, он у им и застається, а тут ми шукаємо такий угол, при яким у нас было максимальное значение силы тока, и, здається, я запомнила, где-то 300 мы можем використовувати угол. Теперь мы снова крутим анализатор. Так? И поглядим, ці тут у нас получается круговая поляризация. Тут у нас была лямбда на 4, а для лямбда на 2 ці это некий інший сенс має. Давайте начнем с нуля. 0. 0, 132, 10, 91, 20, 54, 30, 26, 40, 5, шукаем единичку, 52, так что тут единички не было, да? Ага, все значит нормально. 60, 14, 70, 39, 80, 78, 90, 125, 100, 167, 10, 208, 120, 234, 130, 249, 100, 40, 200, так, 130, 249, 48 и 140 тоже 249, да, 150, 235, 160, 206, 170, 175, 180, 137, 190, 94, 257, 210, 25, 226, так, до 2 только снижается, да? 232, 240, 15, 250, 43, 260, 78, 270, 125, 280, 169, 290, 206 значение силы тока, 300, 233, 310, 246, 320, 249, 330, 236, 340, 207, 350, 171. И до нолика вертаемся. Вось і все. Гэта у нас вся работа. Там бачите, что, конечно, долго это записывать в вымярэнне. Тым не менш, зараз ваша задача будет, скажем так, яшчэ цікавейшая. Вы заполняете график, да? Строите график и
строите все графики, аналізуйте, какой вид поляризації був у кожному випадку. Ось і вся робота. Чекаю ваші справоздачі, закачані фотоздимки справоздача на дистанційну платформу. Дякую за увагу.